Это для бездельника. Остатки супа, хлеб. Мон, давай. Я накормлю тебя. Ну, Кенли. Сей. Пусть покушает. Так. И нам тоже надо что-то сварить. Гречку или макароны. Посмотрим. Что будет на ужин, там увидите. Так, ребят. Будем открывать эту консерву. Отварил я гречку на ужин. Макаронов под рукой не было, а в амбар не хочется уже выходить. А гречка здесь у меня была в кладовке. Сейчас с тушенкой я забодяжу, и вот такой ужин будет. Блять. Ну что за открывашка? Открывашка вообще говно, блядь. Но что сейчас не делают, все говно делают. Наша великая страна, блядь. Или китайская тоже это может быть. Фиг знает. Короче, нормально открыть невозможно. Вот это да, смотрите, что делается. Если ребенок с голоду помрет, пока откроет, подросток, не умеющий. Ну, тут что мы видим? Жир, прослойка. Сейчас даже она, сейчас я сюда. Видно, что там внутри. Жир какой-то твердый, вот знаете, вот твердый. Самое любимое это вот тут желе, видите? Вон. Прям я обожаю это желе. И тут непонятно что. Желе, конечно, это... Ой, блядь. Испачкался я. Ну, в общем, выбирать не будем. Тут и чего тут нету. На запах, конечно, более-менее, но в светофоре чайник закипел. Я брал консервы эти в светофоре. Запомните, ребята, кто в Сыктывкаре, кто в Коми живет, в светофоре продают. Это полное говно, консервы. Я один раз на пробу брал, потому что те консервы, которые я обожаю, которые хорошие консервы,
не было. И на глаза вот попались вот эти. Сейчас еще жир, наверное, отсюда половину хоть. И на печку еще поставлю на минуту. Короче, тех хороших консервов не было. И на пробу брал я такие, наверное, две банки, наверное, да, 2 банки я брал. И оказывается, это консервы нехорошие. Ну, мне не понравилось. Ну, тут мяса нету, жир, очень много жира. И еще там, какие же эти, ну, не могу тоже, забыл, что там. Надеюсь, видно. Короче, всякие разные штучки там, кроме мяса. Полная кастрюля у меня гречки. Ладно, сейчас я на 5 минут еще на печку поставлю. Пусть протушится там немножко. И буду ужинать. Вот такой ужин у меня. Тушенка с гречкой будет. Так. Радио, наверное, выключу. Знаете, вот такая штука в Ютубе. Скажем, ты стараешься, делаешь свое видео. Но по радио, там радио включено у тебя, музыка поет. И на тебе авторские права нарушаешь. В моем видео звучит, вот скажем, у Кадышева или еще у кого песня. И нарушение авторских прав. Так что, кто хочет создать канал YouTube, имейте в виду. В YouTube за все могут там ваши видео заблокировать, забанить. Или, ну, не забанят, конечно, но копейки, честно, заработанное на ютубе вам не будет идти. Вот такие делишки. Начинаем ужинать. 8 часов 35 минут. Ужин будет скромный, как всегда, полезный. Гречка это полезная и из круп. Полезная крупа, скажем так. Сюда, конечно, не помешает помазать кетчупом, но вкусно кушаем мы дома, едим, жрем там. Ну, конечно, консервы это вообще жесть. Только если собакам кормить. Вкус, конечно, сделает блюдо, но полная ерунда. Знаете что? На этом ужине я расскажу про охотничье оружие наше вот в детстве, которое было. Это рогатка. В 90-е годы, да и после 90-х там
у всех, как табельное оружие, у всех пацанов было в селах, деревнях. Оружие это рогатка. Гоняли мы птиц. Они, знаете, вот осенью обычно на рябину прилетают там свиристель, там да всяко разные птицы. Ну, мы такие были пацаны. Вот такие пацаны мы были. Росли посезонно там осенью рогатка, весной трубка, как его, вот, селитры, спички там. Весной, когда снег тает, снежки играли, зимой на санках катались. Все по расписанию время года было. Конечно же, от рогатки от родителей многие получали. Не удивлюсь, если в наше время за рогатку оштрафуют или накажут там запросто. Но мы все равно были хулиганами. Осенью это рогатка в каждом кармане. И меня в том числе тоже ругали за это. Но знаете, вот, не помню, сколько лет мне было. Летом мы были на сенокосе. На сенокосе сено заготавливали. Это было в июле, значит, в июле летом. И мы уже стога сделали, стог. Знаете, вот я или просто шел по сенокосу так, или на рыбалку шел с удочкой. Знаете, шел, короче, возле стога. Возле стога шел так, и на глаза что-то под стогом мне вот померещило, что как будто что-то есть, вот большое оно. Присмотрелся и точно увидел там крылья, короче. Нифига себе, я думаю. Ну, табельное оружие у меня с собой всегда. Родители, дед не знает, я втихаря птиц гонял. И, короче, оказалось, в этом стогу кряква. Возникает вопрос, почему в стогу утка, кряква? Все очень просто, ребят. У нас, как вы видели уже на видео, там за дорогой есть такое старица. И видно, эти утки делали переход. Именно через наш сенокос как сказать, со старицы, с озера с этого на речку. Бывает такое. Ну, я не мешкаю, я ведь охотник. С малых лет я с рождения охотник, потому что у меня здесь течет кровь охотника. И я с пеленок, я уже охотился. И, короче, я шлепнул эту крякву с рогатки. Знаете, вот, взял за горло так, но он еще подранок такой, хлопает крыльями. Я бегом к деду, к своему. Вот, говорю, в одной руке рогатка, в другой руке кряква. Дичь! Верите, вот, спрашивается у некоторых, какую ты дичь первую добывал? С ружья, скажем, где. А я с рогатки. Вот первая дичь у меня кряква была. И
с того момента, ребята, мне дали разрешение на ношение оружия легально. Понимаете, дед, короче, одобрил это дело мне. И я начал, ну, как, знаете, вот, подростки вот курят тихоря. А потом приходит время, и уже с родителями вместе курят. Ну вот и я также. Дед с ружьем, я с рогаткой в лодке сижу. И так дело пошло, что я начал охотиться там. Сперва с рогатки, потом потихоньку начал мне доверять оружие. И все пошло-поехало. Вот. Какое первое утку я добывал из ружья, не помню, наверное, чирка. Точно вот смутно не помню. Не помню и все. Хоть убей. Вот такая история, ребята, может быть. А это было. Это в моей жизни было. Так что из рогатки у меня вот собака была тоже вот в те года. Вот в те года до армии это было. И собака была Марта, кличка Марта. Сучка тоже. Щенком я брал, знаете, вот также мы с дедом спускались, я не знаю откуда. Или на рыбалку ездили, у меня где вот первая изба, там выше 2 поворота, следующая изба, получается, у охотников тоже. Но этот дом, эта изба уже сгорела, я показывал как-то на зимнем походе, там вот говорил, что тут была изба, но сгорела. Короче, эта изба сгорела, и охотник с верховья, он, короче, плыл домой уже, и остановился там, и он уже ночевал, избы не было, он ночевал в бане. Ну, вместо избы в бане вот так ночевали, ну, короче. И зашли к нему мы, как бы в гости, и там собака и щенки у нее. И вот мне вот захотелось этого щенка, да, и говорю, я возьму у тебя одного щенка, пацаны еще. И договорились мне, ну, не втерпешь мне. Не втерпешь. Я вот дома каждый день считаю, там, скорее бы щенка этого домой, скорее бы. Короче, настал день, я, наверное, неделю не... А эта собака, короче, родила на охоте, на верховье, короче, на охоте родила, и вот щенками он привез уже, где вот ночевали в бане, и уже после этого они поехали домой. И неделю не прошло, я, короче, пошел к нему. Мне говорю, надо щенок. А у щенка некоторые ждут вот уже, чтобы 2 месяца, месяц был, чтобы уже ел сам щенок. А я, когда брал этого щенка, ребята, у меня глаза чуть-чуть приоткрыты наполовину были. Я уже взял этого щенка. Как сказать, с рук, с пальца, скажем, кормил, вырастил. И такой верной собакой была она мне. Ну, знаете, вот похоже на Айду. Чем-то похоже на Айду. Вот так же она подходит, вот буквально там с полуслова понимает все. Воды не боялась тоже. И знаете, вот на щенокосе мы ходим, и вместе как его, не пропускает ни одного этого, как сказать, лодки, там всех облаивала, там здоровалась. Ну, в общем, еще одну историю про этого собаку расскажу. Там, когда вот мы... А истории, конечно, думаю, ну, как... Она хорошо, знаете, вот эту собаку, да, эту собаку я приучил к водоплавающей дичи, но она... Так.
я ее приучил к водоплавающей охоте, но на уток. И она хорошо, как сказать, вот утку подстрелишь, я вот стрелял утку, она мне доставала. И знаете, вот по старым старицам, когда вот идешь, там трава, немножко водоем, трава. Я вот команду даю, и она посередине, не по берегу, а посередине вот так идет, утку поднимает, и я стреляю, когда попадаю, когда улетают. Но факт, что утку на уток хорошо мы с ним ходили, охотились. И начинал вот тоже, как сказать, когда я охотился на другой реке, там в одной избушке мы с напарником тоже, не напарника, а две семьи как бы охотились. Так получилось, вот, и, короче, ехали мы тоже на охоту, поднимались, и там где-то от устья реки 20 километров, там тоже избушка у охотников, и там озеро, круглое озеро, ну, с ружья, я не знаю, больше 100 метров на шириной, но круглое. Короче, пришли, смотрим, там утки. Три утки, наверное, было. Короче, один раз он, Николай Коля, там напарник был тоже, но вот с кем мы поднимались, он выстрелил, и утки поднялись. Короче, двух мы сбили, наверное, думаю, 2 штуки, и обе утки я подстрелил. Так, наверное, думаю, было дело. И ветра нету, утка лежит на середине озера. Марта, собака, была со мной. Без проблем она поплыла, утку достала одну, вторую. Вот собака, вот если в крови вот есть у собаки вот на уток, значит на уток будет ходить. Если, скажем, по белкам, значит по белкам. А белка, так не помню, а как, что вот больше всего, на что она облаивала, ну, что больше всего облаивала, не помню там, ну, как-то универсальное чуть-чуть было даже. Все, не зверевая, а уток, на уток хорошо работала, и остальные по боровой. Каша, ребята, остывает. Я уже, наверное, слишком переболтал сегодня. В общем, я сейчас буду ужинать и отдыхать. Будем считать, что второй день нашего похода приближается к концу. 9 часов уже вечера. Я сегодня буду спать. И завтра, ну, не скажу, что я рано-рано утром буду стремиться просыпаться. Я сколько влезет буду спать, потому что у нас завтра море, вагон времени. Не спеша будем, если дождя не будет, я буду делать будку для собаки. И уже, ну, других работ, в принципе, у меня не намечается. Не хочу уже ничего начинать, что-то делать. Что было запланировано в этом походе, в принципе, уже основное я сделал. Остается только будка для Тулана. В общем, до завтра. Сейчас я буду ужинать. Без 10:09. Отбой, ребята.